Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии с его просторами отопительный сезон начинается рано и, можно сказать, прерывается совсем ненадолго. Тем важнее готовность всех объектов, причастных к подаче тепла к очередному сезону. Об этом мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ксения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. В республике начался, как я уже сказал, отопительный сезон. Сколько у нас всего объектов ТЭК и ЖКХ в регионе? Республика у нас обширная, соответственно, у нас более 1000 объектов, это котельных, да, которые расположены на всей территории республики. В 2022 году на объектах ТЭК и ЖКХ у нас произошло 8 пожаров, и уже в текущем 23-м, то есть конец сезона, да, который перед весной, у нас тоже произошло 8 пожаров. Основная причина пожаров на данных объектах – это, к сожалению, неосторожное обращение с огнем. Вот, и только 2 пожара произошли по причине короткого замыкания электрооборудования либо проводки. Ну, мы говорим, что 1000 котельных практически на территории республики. Как они получают паспорта готовности к новому отопительному сезону вот по линии МЧС России? По линии МЧС, то есть, как правило, это либо проходят комиссионные проверки, либо же это индивидуально по распоряжению, то есть органов Госпошнадзора. В случаях, где нет возможности выйти именно в соответствии с 294-м федеральным законом, проводятся профилактические обследования, потому что каждый объект должен быть готов к началу сезона, да, и, соответственно, как вы правильно сказали в начале передачи, у нас сезон очень короткий, то есть он прерывается буквально на 2-3 месяца. Ну, если вот говорить о мероприятиях, которые проводят МЧС России перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона, что за мероприятия? Это проверки, это профилактические обследования. С августа месяца уже проведено около 200 мероприятий. Это и проверок, и профвизитов. К сожалению, у нас есть объекты с нарушениями, их более 100. Эти объекты имеют такие основные нарушения, как необученный персонал, то есть мерам пожарной безопасности, отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в частности пожарной сигнализации. И, к сожалению, одно из самых таких нарушений, которое влияет на безопасность объекта, это неисправность или отсутствие наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. То есть для отдаленных населенных пунктов, да, отдаленных районов, это самое большое нарушение, поскольку не все районы обеспечены частями, да, в нужном количестве, вот, и, соответственно, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения может повлиять на дальнейшем на работу котельной непосредственно. Вот в случае выявления нарушений какие меры принимаются? Составляется административный протокол, выдается предписание об устранении нарушений, далее проводится повторная проверка, вот, вплоть, можно довести до того, что можно закрыть объект. Ну вот, Ксения Александровна, зимний сезон, отопительный сезон, он же не только пожароопасный, так скажем, на объектах коммунального хозяйства, но и в домах, многоквартирных, частных. Вот какие наиболее частые причины возникновения пожаров в жилых домах зимой? В осенне-зимний период, вот в этот переходящий, у нас наиболее обостряется ситуация с пожарами, поскольку люди начинают подключать электричество, начинают подключать теплогенераторы, пушки в свои гаражи, да, то есть увеличивается нагрузка общая. Если это еще незаконное подключение к частным домам или же муниципальным, как называемым деревяшки, да, двухэтажные, это очень частый случай. Соответственно, увеличивается нагрузка и происходит короткое замыкание, то есть электропроводка не выдерживает и происходит пожар. Также печное отопление, у нас повышается риск, поскольку люди начинают интенсивно топить печь, у кого-то не заделано как бы щели, которые, да, могут образоваться, или же не установлены искрогасители, соответственно, тоже возникает пожар. То есть людям в этом отношении нужно быть тоже очень предельно осторожными. И, к сожалению, сейчас, как вы знаете, у нас развивается ИЖС, да, очень сильно как по территории города, так и по территории республики. Некоторые стараются сэкономить на газовом оборудовании, либо на ремонтных работах, то есть каких-либо установительных. И не всегда квалифицированных работников приглашают, что впоследствии приводит к неверной установке, либо ремонту газового оборудования.
То есть и взрывы котлов в том числе, да? Да, да, конечно. Ну, я, У нас- насколько у нас понимаю, уже были случаи в банальное этом году. неосторожное обращение с огнем при курении, допустим, со спичками, никуда оно не делось. Нет, это, конечно, никуда не девается, но у нас именно есть такие периоды, да, это, как правило, вот весна и осень, переходящий период, когда основной причиной уже становится либо короткое замыкание, да, электропроводки, либо неисправная работа печного оборудования. И неосторожное обращение с огнем у нас на вторую позицию снижается. Зимой и летом, как правило, неосторожное обращение с огнем стоит на первом месте, и на втором месте только уже короткое замыкание, либо неисправность печного оборудования. Мгм. В последние годы у нас активно идет и массовые акции по установке пожарных извещателей. Вот каковы результаты работы? Как-то повлияли извещатели на число пожаров? Да, конечно, повлияли. Хочу выделить, наверное, Среднеколымский район в этом направлении. У них абсолютно во всех домах, где проживают многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, установлены пожарные извещатели. То есть и у них в сравнении с прошлым годом у них кратно сократилось, считаю, практически на более чем на 50% количество пожаров на территории района. Конечно, это еще и большая работа как бы администрации и сотрудников республиканской пожарной охраны, органов ГПН в профилактическом направлении. Тем не менее, это очень качественный, высокий показатель. В июне, июле месяце и в августе месяце у нас были случаи пожаров, когда пожарный извещатель либо предотвратил пожар, да, непосредственно люди успели вовремя эвакуироваться и затушить пожар, либо же вовремя эвакуироваться, впоследствии спасти свою жизнь, потому что частая причина, точнее время, когда происходит пожар, это как раз-таки ночное время. То есть это вот где-то с 4 утра до 7 утра. Вот в это время, то есть в спящем состоянии обычно люди находятся, и, соответственно, если сработала ДПИ, это спасение жизни. То есть вы сами себя обезопасят граждане. Как вот установить у себя дома пожарный извещатель? Есть есть региональная программа, есть муниципальные программы. То есть и граждане, которые относятся к социальной группе, они могут обратиться в органы муниципалитета и узнать, какие для них есть акции. То есть это может быть бесплатно. То есть это нужно уточнять непосредственно у администрации своих районов, да. Либо же, как обычный гражданин, можно самостоятельно приобрести и установить. Мгм. То есть, это в любом случае Да, в рамках акции бесплатно. Нет. Бесплатно это для определенных социальных групп населения. То есть для обычных граждан, да, которые не входят у нас в определенные категории, это, как правило, у нас многодетные, пенсионеры, инвалиды, либо неблагополучные, да, граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, устанавливаются у них в бесплатном порядке. Также в Якутске, например, установка систем противопожарной защиты проводится в рамках именно программы по Якутску в деревянных домах. То есть все деревянные дома, которые у нас есть, они должны быть обеспечены, муниципальные деревянные дома, должны быть обеспечены системой противопожарной защиты. Ксения Александровна, а если говорить о статистических данных, как меняется ситуация с пожарами в жилом фонде? Можно по Якутску, можно по республике. Допустим, если сравнивать. В целом у нас сейчас на сегодняшний день ситуация с пожарами близка к среднемноголетним датам, да, то есть разница варьируется, допустим, в течение недели где-то на 1-2% повышается, в следующую неделю она может понижаться, поэтому в среднем у нас идет так, как всегда, ежегодно по сезону. Но, к сожалению, в этом году у нас в республике зафиксированы повышение именно случаев гибели и детского травматизма. Детский травматизм при пожарах – это основная причина, конечно, оставления детей в опасности. Родители оставляют своих детей, уходят. Например, у нас вообще в Алдане был прецедентный случай. Мать сама покурила, пошла в магазин, бычок бросила у себя на участке. В итоге пострадали 2 детей, которых она оставила дома. То есть опять банальное неосторожное обращение с огнем. Да, к сожалению, мы не можем искоренить эти случаи, то есть они до сих пор у нас присутствуют, как неосторожное обращение с огнем, оно до сих пор есть. А если говорить о другой работе, которую проводит МЧС России в осенне-зимний период, какие еще направления работы, направленные на сохранение жизни и здоровья населения? Сейчас, как мы уже говорили про объекты ТЭК ЖКХ, да, и профилактику, это у нас называется операция отопления.
Как только мы завершаем операцию отопления, у нас начинается уже операция по жилому фонду. То есть это рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками МВД, волонтерами, да, и другими организациями, которые тоже участвуют в этом процессе. Мы начинаем ходить по домам, вот, проводить профилактику с людьми, общаться, узнавать, какие у них есть проблемные вопросы, соблюдаются ли их права, да, ну, где они проживают. К сожалению, встречается такое, что как только, например, дом ставят в аварийный жилой фонд, управляющие компании перестают обеспечивать безопасность этого дома. Мы, естественно, уже начинаем с жилищным надзором разговаривать, с прокуратурой, выявлять виновников этого, чтобы пресекать. Поскольку пока граждане проживают в данном доме, независимо от того, находится он в аварийном состоянии, не в аварийном, то есть управляющая компания обязана обеспечивать его безопасность и содержать все системы, которые находятся в этом доме. Ксения Александровна, ну вот в заключение темы ЖКХ, какие советы можете дать гражданам, у кого в домах индивидуальное отопление? Гражданам, у которых в домах индивидуальное отопление, в первую очередь необходимо было провести проверку, вот, вызвать специального работника, который имеет допуски все необходимые, заключить с ним договор, чтобы просмотрел это по газовому оборудованию. То же самое касается печного отопления. Необходимо проверить полностью целостность, сохранность самой печи. Если имеются какие-то незначительные трещины, их необходимо подмазать негорючим составом, пройтись по самой трубе, посмотреть ее целостность, обязательно исправность искрогасителей, которые должны быть установлены всегда в домах, где есть печное отопление. Также, естественно, не подпускать детей к розжигу печей, поскольку у нас действительно были уже случаи пожаров с детьми, которые разжигали самостоятельно огонь и пострадали в этом. Ну, я думаю, в заключение нашего с вами сегодняшнего интервью стоит поговорить о том, что осенний сезон – это традиционно время выезда на охоты, рыбалки. Соответственно, часто случаются случаи травмирования на воде, гибели на воде. Вот какие меры безопасности стоит соблюдать сейчас? К сожалению, последние недели для нашей республики были трагичны, потому что часто случаи происшествий на воде возникают. Хочу акцентировать внимание, что с сегодняшнего дня у нас в Центральной заречной группе навигация завершается для маломерных судов. С 9 октября завершается уже для северных районов. Соответственно, выезды на маломерных судах для охотников и рыбаков будет завершен. У нас увеличено количество патрулей сейчас, то есть сотрудники ГИМС. Мы знаем, где люди, естественно, выезжают, куда они направляются на охоту, на рыбалку. Будут ежесуточно патрулировать данные территории и привлекать граждан к административной ответственности. Ксения Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.